порядок слов в предложении. Для того, чтобы нормально перевести туинские тексты, следует запомнить некоторые правила. Первое. Сказуемое всегда находится в конце предложения. Определение всегда стоит перед определяемым словом. Третье. Все зависимые слова обычно находятся перед тем словом, от которого зависит. От которого зависит. Служебные слова стоят после слова, которому употребляется. Вот эти правила необходимо знать. Разберем теперь это предложение. Как известно, костяк предложения составляет главный член предложения, подлежащий сказуемому. В данном случае сказуемое көргүзербиз покажем. Вообще предложение мартайда көрүлдеге по шиини көргүзербиз. В целом предложение переводится как покажем этот спектакль на просмотрах в марте месяце. В марте месяце на просмотрах этот спектакль покажем. Главный член предложения сказуемое көргүзербиз. Оно стоит в конце предложения. Что будем показывать? Зависимое от него слово спектакль. Шиини. Винительный падеж. Слово шиини зависит от сказуемого. Покажем, что спектакль. Какой спектакль? Этот. Это местоимение. Местоимение по это также зависит от слова шиини. Спектакль какой? Этот. По шиини көргүзербиз. Покажем этот спектакль. Где мы покажем? На просмотрах. Когда покажем? В марте месяце. Все зависимые слова к сказуемому стоят перед ним. Рассмотрим теперь это предложение. Улус аар балыгып турган эштерин өл шеттен кылган кол шыргаларынга көйдүрүп алгаш турган. Люди тяжело раненых своих друзей носили на носилках ручных, сделанных из мокрых хвойных деревьев. Рассмотрим теперь более подробно. Главные члены предложения. Улус, подлежащее улус, люди. Сказуемое көйдүрүп алгаш турган. Носили. В данном предложении нет слов, которые обозначали бы либо признак предмета, либо признак действия. То есть все остальные слова являются второстепенными. Запишем теперь такую схему. Главный член предложения — это сказуемое, это подлежащее. Подлежащее, сказуемое. В туинском языке сказуемое стоит всегда после главного члена предложения в конце слова. Если же слово обозначает признак действия,
то оно должно стоять непосредственно перед глаголом. Обозначим ее как второстепенный член предложения первой степени. Первой степени. Второстепенный член предложения. Непосредственно перед главным. Вот это вот наречие. Вот здесь вот определение. Если слово обозначает признак предмета, тоже обозначим ее первой степени. Второстепенный член предложения первой степени. Вот эти два слова, относящиеся к этой категории, должны стоять непосредственно перед зависимыми их словами. Определение перед определением, наречие перед глаголом. Кроме них могут быть остальные члены, второстепенные члены предложения, назовем их второстепенными членами предложения второй степени.